Цены на новостройки в следующем году вырастут на 10-12%. Причинами подорожания стали повышенный спрос на жилье по льготной ипотеке и девальвация рубля. Весной этого года с началом действия льготной ипотеки прирост по сравнению с осенью 2019 года составил 149%. Тенденция на повышение стоимости недвижимости в следующем году сохранится, считают эксперты. Однако высока вероятность того, что расти цены будут медленнее, чем в этом году. Некоторые аналитики прогнозируют рост стоимости квадратного метра к концу 2021 года на 6-8%. По прогнозам риэлторов, интенсивный рост цен на жилье продолжится в первой половине будущего года, а во второй спрос на недвижимость уже пойдет на спад. Дело в том, что льготная программа по ипотеке заканчивается 1 июля 2021 года, и ее завершение скажется на снижении покупки недвижимости. Несмотря на это, прогнозируемое подорожание все равно в разы обгонит инфляцию. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о продлении ввоза на территорию Дальневосточного федерального округа праворульных автомобилей без эра ГЛОНАСС. В ноябре 2018 года для жителей Дальнего Востока был утвержден временный порядок ввоза на территорию России подержанных праворульных автомобилей. Было разрешено ввозить по одному такому автомобилю в год, не оснащая его системой эра ГЛОНАСС. Порядок действовал в течение года с момента принятия и был продлен в декабре 2019 года еще на 1 год. Согласно техническому регламенту Таможенного союза, на все вновь выпускаемые, а также ввозимые в Россию из-за рубежа автомобили должна быть установлена система эра ГЛОНАСС. В результате на Дальнем Востоке требование привело к росту стоимости подержанных автомобилей, ввозимых из Японии, и конфликтам оборудования, которое не всегда работает корректно, а иногда не работает совсем. Зарплата работника, который перешел на удаленный режим занятости, должна сохраняться при условии, что объем выполняемой работы остался прежним. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Он также заявил, что работодатель обязан обеспечить техническими средствами сотрудника, который перешел на работу в удаленном режиме. По словам Котякова, сотрудник, перешедший на удаленку, не обязан находиться на связи с работодателем вне рабочего времени. При этом в нерабочее время сотрудник может сам решать, оставаться ему на связи с работодателем или нет. Совет Федерации одобрил закон об особенностях дистанционной работы. Его вступление в силу запланировано на 1 января следующего года. Документ дополняет и детализирует положение главы Трудового кодекса, посвященной особенностям регулирования труда дистанционных сотрудников. Закон содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха удаленных работников, регламентирует типы дистанционной занятости, постоянная она, временная или комбинированная, основания для их применения, а также порядок взаимодействия работника и работодателя. Заморозку накопительной части пенсии россиян опять продлили, на этот раз до 2023 года. Соответствующий закон одобрили в Совете Федерации. В конце ноября инициативу поддержала Госдума. Предполагается, что это уменьшит размер трансферта из федерального бюджета в бюджет пенсионного фонда на 670 миллиардов рублей. Отчисления граждан в накопительную часть пенсии в размере 6% от зарплаты заморозили в 2014 году. Их направляют в страховую часть и тратят на выплаты нынешним пенсионерам. Правило должно было действовать до 2021 года, но президент России Владимир Путин продлил заморозку на 2022. Тем временем в Якутии величина прожиточного минимума пенсионера для установления региональной социальной доплаты к пенсии на 2021 год будет увеличена и составит 15 438 рублей в целом по республике. Региональную социальную доплату к пенсии до величины прожиточного минимума смогут получить более 37 тысяч неработающих пенсионеров с доходами ниже прожиточного минимума. Такая мера социальной поддержки предусмотрена законопроектом, который принят в ходе 22-го внеочередного пленарного заседания Илтумена. По предварительному прогнозу, в 2021 году на выплату региональной социальной доплаты к пенсии потребуется более 2 миллиардов 400 миллионов рублей.